Да, символично, что мы в библиотеке находимся. Кто знаком с романом, помнит, чем там все закончилось. Ну, я вкратце тоже расскажу об этом. Умберто Эко уже вошел в историю литературы как хрестоматийный, эталонный пример постмодернизма. Как теоретик, так и практик. Вот роман «Имя Розы» — это такой классический вариант постмодернистского произведения. Поэтому я сначала несколько слов расскажу о постмодернизме, потому что основные его приемы мы находим и в романе «Имя Розы», и в других произведениях Умберто Эко. Но перед тем, как эту теоретическую часть вам сообщить, я сейчас покажу список всех романов, которые Умберто Эко написал. Начинает он с романа «Имя Розы», действие которого происходит в XIV веке. 1988 год, спустя 8 лет, он пишет роман «Маятник Фуко», действие которого происходит в современный период, ну и плюс там история тамплиеров и разного рода тайных организаций. «Остров накануне» — это роман про 17 век. «Баудолина» — это роман про эпоху крестовых походов, про Федerico Барбароссу. «Таинственное пламя царицы Вааны» — это Италия времен правления Муссолини. «Пражское кладбище» — это конец 19 века. «Дело Дрейфуса», протоколы сионских мудрецов. И нулевой номер, действие происходит в 1992 году. Как видите, очень-очень широкий диапазон. Что не характерно для ученых, потому что ученые, как правило, сосредоточены на одной тематике. А когда Умберто Эко пишет эти произведения, он выступает в роли популяризатора, то есть он делает доступным то научное знание, которое переводит на доступный язык, массовой литературы, то научное знание, которое известно только специалистам. Поэтому, видите, перерыв между романами достаточно большой, и вот он глубоко погружается в каждую из этих эпох. Это с одной стороны. А с другой стороны, это отражает его особенности, которые он пытался привить своим читателям. То есть, что это такое? Этот человек заходит в библиотеку, посмотрел направо, о, вот интересная книжка. Взял и начал читать. Ну, эта книжка оказалась про 17 век. Дочитал, понравилось, идет дальше, вот следующая книжка. А вот протоколы сионских мудрецов. Вот такого рода разрыв — это блуждание по лабиринту в библиотеке. Собственно говоря, об этом и роман «Имя Розы». Еще, на мой взгляд, Умберто Эко, во-первых, эталон постмодернизма, можно сказать, такой апостол. Но с другой стороны, он же попытался, во-первых, обозначить негативные стороны постмодернистского мироощущения и мировоззрения, и попытался эти негативные стороны обозначить и подробно описать. И вот можно так вот провести такую вот черту. «Имя Розы» — это рассказ, это определенная идея о том, как надо работать с текстами, как их надо интерпретировать. Эта идея в том, что нет плохих и хороших интерпретаций, нет правильных и ложных интерпретаций, любые интерпретации допустимы. Начиная с названия романа «Имя Розы». А все последующие произведения посвящены тому, что все-таки интерпретации должны быть очень осторожными. И что с игрой со словами нужно быть очень-очень внимательным. Это очень четко обозначено в романе «Маятник Фуко», и дальше он в других контекстах и уже не так отчетливо на эту идею высказывает. Значит, откуда взялась эта идея о том, что текст романа должен быть материалом для разных родных интерпретаций? Умберто Эко, я вернусь чуть назад, запомнил, 80-й год.
Умберто Эко родился в 1932 году, то есть первый свой роман он написал в 1948. Потому что первая его специальность, он университетский профессор. Он изучает две основные отрасли, ну, как это бывает в гуманитарных исследованиях, они там очень размыты, эти границы, но можно вот как бы обозначить такие две центральные. Это средневековая культура. С изучением средневековой культуры у него произошел парадокс. Он родился в католическом окружении, был католиком, начал изучать средневековую схоластику, средневековое богословие, и поэтому стал атеистом. Разочаровавшись в католицизме. Итак, вот это первое направление среднего века. И Умберто Эко, один из первых, я не думаю, что он самый первый, но один из первых увидел, что Европа в конце 20 века, а в 21 веке это еще более очевидно, погружается в пучину нового средневековья. У него есть статья, которая так и называется «Средние века уже начались». Причем он использует материалы, факты из 70-х годов, но то, что он перечисляет, как бы стало еще более таким же вот за минувшие 40 лет. Образ жизни людей он сравнивает и говорит о том, что на самом деле мы живем в эпоху Средневековья. Ну, недавний пример, да, он говорит о том, что у нас исчезают понятия национальных государств, у нас появляются некие наднациональные структуры. Он это говорит еще в 70-е годы, еще до возникновения Евросоюза. Вот. Или, например, недавние события у нас на коронавирус все страны реагировали примерно так. Ну вот как в средние века. Крестовые походы объявили, и представители разных стран собираются, и как бы, поведение регулируется не правительствами национальными, а неким общепринятым способом. А у Умберто Эко такого рода примеров очень много в этой статье. Это только там намеки еще обозначены, но они, повторяю, становятся еще более такими же сейчас. А вторая его специальность – это семиотика. Он изучает науку о знаках. Наука достаточно скучная, достаточно заумная. И поэтому в конце 70-х годов он подумал, ну вот надо как-то из этой схоластики выбираться и сделать доступным обычному обывателю, рядовому читателю, то знание, которым я обладаю. Он огляделся вокруг, посмотрел, что люди читают. Читают они детективы, а конец 70-х годов это особенно большая популярность детективов. Детектив сейчас массовый жанр, но в те времена он был еще более популярным. И он решил написать детектив, обернув в обертку детектива свои научные концепции, научные знания. Замысел был такой. Читатели прочитают этот роман и, столкнувшись с теми или иными фактами в этом произведении, они заинтересуются тем, как устроена европейская культура. В 1978 году он приступил к этому замыслу и написал роман. Подтолкнул его к этой идее французский философ, основной теоретик постмодернизма Ролан Барт, который высказал свои идеи в середине 50-х годов. Ролан Барт, философ и литературовед, прошел в своем творческом пути два этапа, по крайней мере, так принято выделять. Первый этап структуралистский, второй этап постструктуралистский. Если очень кратко, структурализм – это направление в лингвистике, которое рассматривает язык как систему знаков. Система знаков, которая, внимание, не нуждается в реальности. Язык, чтобы существовать, не нуждается в мире, в котором он существует, и не нуждается в людях, которые на этом языке разговаривают. Абсолютно. А в чем нуждается? Вот смотрите, в слове «стол» нет ничего, чтобы связывало его вот с этим предметом.
В слове «стул» нет ничего, что связывало бы его с этим предметом. С чем вы сталкиваетесь и проливаете 7 потов, когда изучаете иностранные языки? Невозможно понять, почему те или иные слова в иностранных языках используются для обозначения тех или иных слов. Можно только механически заучить. Даже гавкают и кукарекают животные в разных языках по-разному. Хотя вроде бы звукоподражание. А откуда мы узнаем, что слово «стол» нужно употреблять к этому предмету, по отношению к этому предмету, а слово «стул» к этому? А потому что мы сопоставляем эти два слова. Мы знаем, что словом «стол» нужно называть этот предмет, потому что мы знаем, что слово «стул» используется в другом контексте. И обратите внимание, как мы с вами узнаем значение незнакомых слов. Мы берем словарь, бумажный или электронный, и нам объясняют значение незнакомого слова с помощью других, но уже знакомых слов. Кроме слов, ничего для того, чтобы язык существовал, не нужно. Отсюда феномен мертвых языков. И отсюда, возвращаясь к нашим реалиям, например, такая штука, как биткоин. Биткоин что такое, да? Это предмет, это набор единичек физических. А почему он стоит больших денег и стоимость постоянно колеблется? Потому что есть люди, которые интерпретируют этот набор единичек и нулей тем или иным образом. И отсюда, для того, чтобы появилась теория заговора, чтобы организация тайная, которая осуществляет этот заговор, обозначена социальной реальностью, ничего, кроме хорошо выдуманной идеи заговора, не требуется. Если заговор хорошо выдуман, он уже существует. Об этом роман Майкл Фуко. Но об этом чуть позднее. Так вот, Ролан Барт говорит, что язык устроен так, вернее, это сказал де Сосюр, но Ролан Барт это и использовал. Он говорит, а у нас вся культура – это язык в том же смысле. У нас вся культура, можно ее свести к языку. А, например, у нас богатые существуют только потому, что есть бедные. Мы узнаем, кто богатый, кто беден, сравнивая тех и других. Да? У нас умные существуют, потому что есть глупые. Мы в культуре используем те же принципы, что и в языке, в лингвистике. Отсюда Ролан Барт говорит о особенности художественной литературы. Так как вся культура у нас язык, а литература в широком смысле этого слова рассказывает о культуре, поэтому книга – это язык, который рассказывает о самом себе. Или, выражаясь другим способом, это книга, рассказывающая о других книгах. Не о жизни, а любая книга обязательно рассказывает о других книгах. Читаем начало романа «Имя Розы». Я вам сейчас дам перевод одной рукописи, которая является пересказом другой рукописи, которая является пересказом этой рукописи, а подлинник потерялся. А пересказ неправильный, а перевод плохой. Да? И вы таким образом имеете дело с текстом, который отсылает другим текстом. Кто знаком с романом «Имя Розы», знает, что в центре повествования книга, вторая часть поэтики Аристотеля. Это что такое? Это книга, рассказывающая о том, как надо писать книгу. Итак, ничего кроме текста нет. Мало того, текст определяет нашу реальность, а не наоборот. В начале романа «Имя Розы» Вильгельм Баскервиль подходит к монастырю, навстречу валит толпа монахов. Он им говорит:
Вы ищете гнедого коня, вот. Он прихрамывает, значит, он прибежал вот туда-то, свернул туда-то и спасется там. Они его спрашивают: а вы его видели? Он говорит: нет, не видел, но знаю. Да. Ну, это с рукописью. Да. Книги оригинала нет, но мы имеем дело с переводом и так далее. И дальше идет интересная мысль. Интересная деталь. Когда Адсон, это помощник Вильгельма Баскервилля, спрашивает: а как же вы догадались? И он рассказывает: вот были следы, там видно, что подкова одна недостаточно хорошо прибита, поэтому он прихрамывал, там была шерсть и так далее. А еще у него интересная реплика: а кличку-то вы как угадали? Он говорит: так ты этих монахов видел? Если конь гнедой, значит гнедок. Понятно, да? То есть текст, кличка будет определяться тем, как принято называть в этом ряду, да, лошадей. И фантазия. В романе имя Розы происходит с серии убийств. Вильгельм Баскервиль быстро догадывается, что убийство спланировано в соответствии с откровением Иоанна Богослова, Апокалипсис. И все убийства действительно соответствуют этому тексту. В конце выясняется ничего подобного. Все было дело случая. Но когда произошло, по-моему, третье или четвертое по счету убийство, и все знают, что убийство совершено согласно этой книге, следующий будет перед смертью выкрикивать слова, цитируя Апокалипсис. И все поймут: да, точно. Точно по этой книжке. Да? То есть реальность подгоняется под текст. И Вильгельм Баскервиль, исходя из неверного предположения, что убийства совершены, основываясь на тексте Апокалипсиса, будет делать правильный вывод. Потому что он будет ориентироваться на текст, и поэтому реальность будет отвлекаться на эту интерпретацию текста. Так, значит, у нас книги рассказывают только о других книгах. Отсюда оригинальных текстов нет и не может быть. Потому что, когда мы с вами используем слова, мы всегда используем слова, созданные не нами. Вот учителя любят говорить: теперь расскажи своими словами. Это не совсем корректное требование, потому что если вы будете говорить своими словами, вас никто не поймет. Сейчас мы немного поиграем. Я на экране буду писать слова. Так, почему? Почему не работает? И вы обнаружите, что мы не цитатами говорить не можем. Ну, давайте самый классический пример. Два местоимения, один глагол. Я тебя люблю. Нет, это слишком. Не очень наглядный пример. Вот что в этих трех словах от Пушкина? Ничего. Обычные слова. Но вы, читая эти три слова, сразу вспоминаете Пушкина. И когда человек эти слова будет произносить, он, даже если этого не хочет, все равно вспомнит Пушкина. У нас в имени Розы руководитель библиотеки, испаноговорящий, слепой Хорхе.
Умберто Эко что, не любил Борхеса? Любил. Умберто Эко что, решил поиздеваться над Борхесом? Нет. И он, естественно, читателям говорит: а с чего вы взяли, что Борхес? А с чего вы взяли, что Борхес? Вот. А вы все равно будете воспринимать как цитату. Другой пример. Это вот более литературный, да. Опять-таки, ничего вроде в этих словах нет. Ну вот, давайте посмотрим. А о чем вам напоминает? Ну, известную книгу, что... Так, какой это? Дюма. Дюма, да? А может рассказ Зощенко? Есть у Зощенко рассказ, который называется «Власть распустила». А может рассказ у Генри? У Генри тоже есть рассказ «Власть распустила». Ну, может быть, да, эта цитата как бы входит в мир. Нет, ну поскольку Дюма все-таки более известен, то он первым в контексте массового сознания читательского, Дюма. Постмодернизм. А еще лучше экранизация фильма советского. Мы встретимся, мы обязательно встретимся. Да. В постмодернизме нет первый или второй, там есть вот так, более популярный. Ну и другой пример, да. Опять-таки, ничего вроде нет, да, ни одного лексического слова, все служебные слова. Ну, кроме того. Когда на заре интернета поисковики не могли найти цитату «быть или не быть», потому что они не воспринимали это как авторский текст. Таким образом, мы с вами все говорим цитатами. Чем? Цитатами. Цитатами? Да. Всегда? Всегда. Почему? А потому что язык — это коллективное творчество. Ему всегда... Я сейчас спросила вас, почему? Это что, чья цитата? Да, это цитата. Чья? Миллион раз люди спрашивали, Да. почему. Какая чья? Как чья цитата? Ну, если самый простой вариант, вы цитируете словарь Ожегова русского языка. Кого? Словарь Ожегова русского языка. Кого? Ожегова. Ожегова? Да. Словарь Ожегова. Потому что там как минимум есть это слово. Здрасте. Нет. А словарь, он для этого как бы и предназначен, чтобы все слова русского языка отразить. Ну вот. Ну и что? Ну, Если я говорю русским языком, который занесены в словарь, я все время цитирую словарь. Да. Что-то речь ведется. Как минимум. как мы... А как максимум еще какие-то тексты цитируем. Потому что до нас уже все сказали. Ну, О чем речь? понятно, и что? Ну, Получается, культура, получается, это сплошное цитирование. да. Да. Потому что И может быть поэзия одна, поэзия сама одна великолепная цитата. Вот относится не только к поэзии. что из этого вывод какой? Из этого, что культура как минимум Ну, является комбинацией определенных элементов, которые были заданы либо очень давно, либо очень давно, да. Если мысль оригинальна, значит она была сказана 300 лет хорошо. назад. А получается, Если очень оригинально, да, 1500. получается, нет никакого развития культуры? Нет. Никакого, абсолютно. Нет, ну С новые точки зрения языка. постмодерна, Нет. однозначно нет, есть вечное настоящее. Есть настоящее. Но есть, во-первых, и новые слова изобретаются. Вот те, которые я, например, не знаю, типа «идет пить» или еще что-то. Вот эти какие-то словечки новые, которые появились недавно. Вот я, например, речь, вот, которую вот, произносят сейчас новостные эти... Кто? Не новостные, но это, да, ведущие, да, новостные ведущие, да, иногда не понимаю. Они состоят из слов, которые... Просто нет культурного контекста только и всего. В данном случае, да. Контекста культурного, какого культурного контекста? Чужого, то есть той культуры, которая следует. Культура неоднократно. А русской культуры, подождите, а русской культуры не существует?
Ну почему существует? Существует, русская культура существует, вообще понятно. И не то, Как что набор, понятие, а как как набор цитат из других культур. как цитата Из из других. других Набор культур. Набор цитат, почему из других культур? Она свои собственные цитаты не произносит? что ли? Нет, а ее потом цитируют другие. Ее дальше Но цитируют. Евгений Онегин это сплошная цитата. Да. И вспомните, на каком языке написана первая страница романа Толстого «Война и мир». На французском. Бесконечно. Ну, бесконечно, ну, как бы, вот, Нет, у вас глобальный вывод какой-то? нет, Глобальный. это не мой вывод, это вступительная часть Да, к это- роману Умберто. Вот. И отсюда нельзя написать оригинальный текст, можно только пересказать другие тексты. Это его, да? Это идея Ролана Барта, точнее, не только его одного, Умберто Эко с ним был согласен. Он шел. Теперь, Ролан Барт сильно изменил свое творчество в середине 60-х годов под влиянием, вот вы как раз про русскую культуру вспомнили, под влиянием работ нашего российского советского литературоведа Михаила Михайловича Бахтина. Бахтин вообще свои работы написал в 20-е годы еще, но потом он провел время в других заведениях, и его окончательно реабилитировали в середине 60-х годов и стали переводить на иностранные языки. Поэтому Запад познакомился с идеями Бахтина, в основном познакомился с идеями Бахтина в середине 60-х годов. У Бахтина заимствовали две идеи на Западе. Первая идея – это идея диалога. С точки зрения Бахтина, смысл книги не в тексте. Смысл книги – это результат взаимодействия читательского сознания с этим набором знаков. В зависимости от того, какой набор знаков и какой читатель, и возникает на выходе разный продукт. Ну, то есть все мы один и тот же текст, сказку «Колобок» прочитаем по-разному. Совершенно верно. Более того, вы читаете книгу, когда вам 12 лет, и читаете ту же книгу, когда вам 20 лет, читаете, вычитываете из нее абсолютно разные вещи. Ведь набор тех знаков-то тот же самый остался, да? А второй элемент поменялся. И вы расшифровываете этот текст по-другому. Таким образом, текст второстепенный, автор вообще никто, главный у нас читатель. Важно не то, как написано, и совсем не важно, кто написал, кем написано, важно, как прочитано. Работа Барта называется «Смерть автора». Умберто Эко говорил, когда писатель закончил работу над текстом, он должен покончить с собой. Почему? Чтобы своей мощной фигурой не заслонять смысл текста. Потому что после окончания работы над текстом он выступает в роли обыкновенного одного из читателей. Поэтому Лев Толстой недоумевал, а чего это все так сочувствуют и сопереживают Анне Карениной? Я же написал, дальше немного грубоватое слово, в общем, не очень хорошую женщину. Маргарет Митчелл удивлялась, а чего это все так восхищены, скажут, как? Вот. А почему? Потому что автор написал, что написалось. Да. Автор – это принтер, он выводит на бумагу текст. А как читает потом, он только один из читателей. Один из читателей. Вот. И, соответственно, важно, как прочитано, и второстепенно, как написано и кем написано. А вторая идея, которая связана с диалогом, заимствована у Бахтина, это идея полифонии.
многоголосие. С точки зрения Бахтина художественный текст тем и отличается от нехудожественного, что он одновременно высказывает несколько точек зрения. Иногда неограниченное число точек зрения. Ну, у Бахтина работа есть на материале творчества Достоевского, да. Соответственно, у нас у Раскольникова своя правда, у Порфирия Петровича следователя своя правда, у Сони Мармеладовой своя правда. Читайте сопоставляйте. Где мы с вами находим упрощенный вариант полифонии и диалога? В каком жанре? В том жанре, в котором написан роман «Имя Розы». Детектив. Обратите внимание, как устроена структура классического детектива. Сначала вам сообщают определенные факты с точки зрения или звучит голос посредственного человека, доктора Ватсона. Вы, как читатель, знаете, что он посредственность. И вы знаете, что это, то, что он говорит, нужно как-то расшифровывать иначе, а не так, как расшифровывает он. Да. То есть вы пытаетесь услышать в голосе Ватсона голос Шерлока Холмса. Потом Холмс в конце книги, или Эркюль Пуаро, что делает? Он дает свою интерпретацию тех же фактов, которые вы до этого знаете со слов Ватсона. По закону жанра Холмс и читатель не должен знать больше, чем Ватсон. И таким образом вы, читая эту книгу, вы слышите голос Ватсона, пытаетесь услышать голос Холмса и присоединиться к нему. Почему это упрощенный вариант? Потому что здесь только два голоса. Такие. А на уровне стилистики точно такой же структурой у нас обладает ирония. Отсюда у нас мы живем в царстве всепобеждающей тотальной иронии. Что такое ирония? Ирония – это высказывание, которое полифонично, оно одновременно утверждает, одновременно это же утверждаемое опровергает. Опять-таки упрощенный, то есть двухэлементный бинарный вариант полифонии. И вот Умберто Эко пишет роман, повторяю, он у нас занимается семиотикой, изучением средневековой Европы, культуры, европейской культуры, он пишет детектив. Руководствуясь идеей Барта, Умберто Эко создает роман какой? Роман, который сознательно построен так, чтобы служить материалом для как можно большего варианта, больших количества вариантов интерпретации. Чего-чего? Интерпретации? Да, как можно большего количества интерпретаций. Например, вступительная часть, которую я уже упоминал. Что это такое? Это типичное вступление для исторического романа. Да, роман исторический, он рассказывает об Италии XIV века. Он рассказывает о борьбе гвельфов и гибелев, сторонников Папы Римского и сторонников императора, о борьбе монашеских орденов. Это детектив. Одно из первых изданий романа «Имя Розы» было в такой красном переплете в серии «Мастера детектива». Действие происходит в монастыре, там происходит серия убийств. Расследует эти убийства естественный человек по имени Вильгельм Баскер-Вильский. Естественно, рассказывает об этом расследовании его помощник Адсон. Понятно, да? Есть в этом произведении элементы философские, эстетические. Там есть цитаты из Бахтина, из работы о Рабле и народной культуре, смеховой культуре. То есть каждый читатель найдет в этой книге свое. Каждый прочитает так, как считает нужным. Почему роман называется «Имя Розы»? В послесловии
Умберто Эко объясняет. Роза настолько многозначный символ, поэтому пусть каждый как хочет, так его и интерпретирует. И ты прав, и ты прав, и ты прав. И в то же время в романе появляется образный ряд, который станет типичным для постмодернистской литературы. Как я говорил выше, у нас в центре повествования книга, рассказывающая о других книгах. Убийство совершается из-за книги и с помощью книги. Что это значит? Это значит, что у нас текст. Текст управляет всем. Книга управляет всем. Где происходят эти убийства? В монастыре, но не просто в монастыре, а в монастыре, где вторая после Ватиканской по величине библиотека. И все преступления связаны с библиотекой. Вот эта идея постмодернизма, что у нас весь мир – это книга или собрание книг, то есть библиотека. А мы с вами в ней либо читатели, либо авторы. Точнее, мы одновременно и авторы, и читатели. Дайте, пожалуйста, определение постмодернизма, потому что это слово мне ни о чем. Это, я считаю, симулятор. Ну, я могу... Симулятор слова. А определение слова симулятор может быть? Симулятор? Да. Это подобие некое. То есть вот, ну как тень у человека. Есть человек, а есть его тень. Так и слово симулятор – это как бы слово, но оно не несет никакого смысла, поэтому это симулятор. Тень слова. Ну хорошо, в данном случае постмодернизм – это направление в литературе второй половины 20 века. И все, и все направление в литературе. Группа авторов, которые придерживаются определенных. Итак, значит, во главе угла. Содержательно, а содержательно, Во главе угла стоит текст. И текст формирует реальность. Кроме того, в этом произведении появляется образ лабиринта, то есть библиотека – это лабиринт, в котором с постмодернистской точки зрения нет центра и периферии. Сколько у нас в библиотеке книг и дней сохранения? Ну, 1 800 000. Да, 1 800 000. Теперь представьте себе, если вы читаете в день по одной книге, вам понадобится 1 800 000 дней, чтобы прочитать книги в этой библиотеке. Это нереально. Поэтому как люди пользуются библиотекой? Точно так же, как в романе «Имя Розы». Мы не знаем содержание всех книг, но мы знаем, где нужно искать нужную книгу. Понятно? Чем отличается библиотекарь Хорхе от всех остальных пользователей библиотеки? Он знает, где найти нужную книгу. И тот, кто этим знанием обладает, тот и обладает знанием о всем этом мире, о всей этой вселенной. В связи с романом «Имя Розы» Умберто Эко, там у него есть собственный комментарий, он называется «Заметки на полях Имя Розы». Он приводит такой пример. Для того, чтобы совершать убийство в романе, ему нужен яд с определенными свойствами. Он пишет письмо своему другу-химику с просьбой выяснить, можно ли было в XIV веке создать яд с определенными характеристиками, и если можно, то из чего. Ну, химик, человек простой, написал ему, да, можно, и дальше идет. И дальше идет ремарка Умберто Эко. Сразу после получения этого письма я его немедленно уничтожил. Оно могло вполне подвести под высшую меру наказания. Смотрите, странно, да, он же никого убивать не хотел. В реальности. А убивать хотел, конечно, хотел. Персонажа. В художественном произведении. А если бы это письмо попало в полицию,
то за убийство виртуальное художественное произведение он получил бы реальное наказание. Мог получить реальное наказание. Почему? Потому что мы живем в мире, где текст первичен по отношению к реальности. Это мы вместе с Западом? Он про свою культуру? Нет, это вообще вся культура. Вообще вся. Вся. Мировая. Мировая. Одинаково. Одинаково. Абсолютно. То есть Да. культуры не различаются между собой. Они различаются, но они образуют единое поле семантическое. И это более вот на этих принципах построено. Современная культура, да. Она интерпретируется на этих принципах. И центральным конфликтом в этом произведении, в романе «Имя Розы», является конфликт между двумя подходами к функциям библиотек. Как вы думаете, что важнее в библиотеке, читателя или книги? Ну, если исходить с точки зрения постмодернизма, то читатель. Читатель. Так вот, в романе есть два персонажа. Это библиотекарь Хорхе, который считает, что книги существуют библиотека существует для книг. Это хранилище знания, хранилище мудрости, которое служит, чтобы книги сохранять и организовывать, управлять чтением этих книг. То есть, какие-то книги могут читать все. Какие-то книги могут читать только специально допущенные люди. Какие-то книги не может читать вообще никто. Почему? Потому что с точки зрения Хорхе, если неподготовленный человек прочитает книгу, он ее обязательно неправильно поймет. А как понимать правильно? А вот Хорхе это знает. Якобы знает. Да? Значит, и в этом контексте библиотека выполняет функцию такой памяти. То есть набор истин, они сохраняются в книгах, и их нужно механически заучивать. Да? С точки зрения Умберто Эко истина есть. Но, к сожалению, доступна она только Всевышнему. А люди, какими бы умными они ни были, они все равно будут ошибаться. Поэтому истина доступна только нашими коллективными усилиями. Любое отдельно взятое утверждение, любая отдельно взятая теория, она обязательно не дает нам всей полноты истины. И поэтому самый заблуждающийся человек – это тот человек, который абсолютно уверен в своей правоте. И он перестает сомневаться в своей правоте. Цитата из романа «Имя Розы». Так что же, осмелился я спросить, вы еще далеки от решения. Я очень близок к решению, только не знаю, которому. Значит, при решении вопросов вы не приходите к единственному верному ответу. Это диалог Гатсона и Вильгельма Баска. Теперь смотрите. Если бы я приходил к нему, то есть единственно правильный ответ, я давно бы уже преподавал богословие в Париже. А в Париже всегда находят правильный ответ. Никогда, но они крепко держатся со своей жизнью. То есть, когда вы уверены, что вы правы, вы на самом деле упорствуете своей жизнью. То есть, когда вы что-то утверждаете, вы обязательно должны допускать, что это утверждение можно проверить. А вы, настаивая юношеским упрямством, разве не совершаете ошибок? Сплошь и рядом, отвечал он. Однако стараюсь, чтобы их было сразу несколько, иначе становишься рабом одной личности. Что мы здесь имеем в этой цитате? Это полемика между монологическим представлением об истине, которой придерживается Хорхе,
есть великая книга, ее надо прочитать, выучить наизусть, и тогда ты поймешь истину. А есть книга, которую ты прочитал, дал прочитать другому, третьему, четвертому, вы сравниваете свое прочтение, и вот в сумме-то эти прочтения и приближают вас вместе к истине. Что это такое? Это диалоговая структура культуры, по пониманию культуры. Одна из концепций Бахтина касается карнавала, но я буквально пару слов скажу. Почему? Потому что в этом произведении решается вопрос о том, смеялся ли Христос. Может ли смеяться Бог, христианский Бог? Конечно же, христианский Бог смеяться не может. Почему? Потому что Он один. Высказывание или ситуация, которая вызывает смех, она всегда двусмысленна. Ну, игра слов, да? Игра слов основана на том, что слово одно, а значение сразу другое. Монотеистическая религия предполагает, что Бог у нас владеет одной истиной. Соответственно, противоположное – это отклонение от истины, это ложь. А отец лжи – это сатана. Пусть да будет да, а нет нет, все, что сверх того, то лукаво. Нагорный круг. Но в чем проблема? Но мы же с вами не Бог. Мы-то с вами на земле. Мы-то с вами люди несовершенны. И поэтому мы, как говорил Гегель, обязательно ошибаемся. Что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, мы обязательно ошибаемся. И поэтому нужно с иронией относиться к самим себе, потому что эта ирония и есть путь к настоящей истине. А когда вы уверены, что вы обладаете истиной, вы как никогда далеки. И поэтому культура – это поле интерпретации, и чем больше интерпретаций появляется в сумме, тем мы ближе к истине. Вот такая идея в романе «Имя Розы». Ну и как я говорил ранее, начиная с маятника Фуко, Умберто так и говорит: да, интерпретируйте, но все-таки с этим нужно быть осторожным. Итак, о чем роман «Маятник Фуко»? В этом романе 3 приятеля, сотрудника научного издательства, решили придумать таинственную могущественную организацию, которая управляет миром. К ним таскали в издательство всякий трэш, и вот они из этого трэша решили скомпоновать некую концепцию всемогущей организации, которая управляет миром, но по формуле Воланда, с планом на более или менее приличный срок, лет на 1000. Значит, эта могущественная организация изначально была орденом тамплиеров, потом розенкрейцеры, потом масоны и так далее, и так далее. И все крупные потрясения, которые происходят в истории Европы, связаны с деятельностью этой организации. Организация придумана. Чего? Эта организация придумана, ее в реальности не существует. Придумано. Да. Они, опять-таки, в шутку придумали план, согласно которому действует эта организация. Условно называется план ордена тамплиеров. Так вот, как я уже сказал вначале, если заговор придуман очень хорошо, то даже если он придуман, только придуман, он становится реальным. Что происходит в романе? Когда... да, вот сейчас я... Так, чуть позднее. Значит, когда в теорию заговора начинает верить некая критическая масса людей,
то они начинают себя вести так, как будто эта организация существует на самом деле. Да. Теорема Томаса. Если вы во что-то верите, то вы начинаете действовать согласно тому, что во что вы верите, и то, что было фикцией, становится частью социальной действительности. Появляются люди, которые очень хотят вступить в эту организацию. Они находят людей, которые являются частью этой организации. Вот. Но организация же секретная, поэтому те, кто в нее входят, они очень таинственно об этой организации говорят. Это полбеды. Появляются люди, которые начинают бороться с этой организацией. И игра становится очень серьезной. Там дело доходит до убийств. Потому что вот эти два поля появляются, да, две группы. Те, кто хотят защитить эту организацию, те, кто хотят ее уничтожить. Придуманная организация, которой нет на самом деле. Вот. И опять-таки, так же, как в романе «Имя Розы», там они ищут документ, план ордена тамплиеров. Есть один эпизод, ближе к концу романа, «Маятник Фуко». Значит, Казабон, это имя главного героя-рассказчика, решил написать правду. Что мы собрались в таком-то кабинете, такого-то числа, и решили, значит, поиграть в такой игру. Он все подробно написал, несколько страниц. Когда написал, перечитал и понял, не сработает и уничтожает. Почему? Значит, что происходит с людьми, которые прочитают этот текст? Так, что-то он слишком старается доказать, что организации нет, значит, она есть. Ну и дальше по старому схему. Откуда она появилась? Это цитаты из начала текста романа, когда Казабон занимается таким научным консалтингом. То есть он помогает научным журналам, издательствам составлять, редактировать работу соответствующую. И поэтому он накапливает факты. То есть это такая модель современного интернета, когда фактов очень много. У него это картонные карточки с перекрестным отцом. Эти факты у него хранятся, он их никогда не выбрасывает. И он обнаруживает, что любую карточку из его картотеки можно связать с любой другой карточкой максимум за 5 ходов. Найти связь. 5 ходов добраться от сосиски до полтора. Ну, я расшифрую. Сосиски делают из свинины. У свиней есть щетина. Щетину используют для производства кистей. Кисти используют художники. Одна из манер живописи называется манеризм. Манеризм использует идею. Философия идеи – это философия плана. Итак, за 5 шагов мы связали сосиску. Но также можно, даже за меньшее число ходов, связать диаметр колеса туристического автобуса, который стоит рядом с пирамидой Хеопса, чтобы там прибавить, умножить, разделить, и получится какое-нибудь значимое число. Да. Связать можно совсем. Все совсем. А почему это происходит? Дело в том, что люди не могут жить в мире, который они не понимают. Это одна из особенностей человеческой психологии. Потребность в понимании сопоставима с потребностью в сне и еде.
Поэтому, когда человек что-то в окружающем мире не понимает, он придумывает связи между событиями. Когда он связь придумал, мир становится логичным и понятным, и поэтому более комфортным. Отсюда популярность теории заговоров. Потому что, как ни странно, существование могущественных таинственных организаций делает мир гораздо более простым и понятным. Поверить в заговор гораздо легче, чем поверить в бардак. Кого? В бардак, хаос. Психологически гораздо легче, чтобы все было сложно. Ну, я не верю в теорию заговора, потому что кто в школе хотя бы один день проработал и провел урок в классе из 20 учеников, тот знает, что планы это одно, а их конкретная реализация и практический результат это совсем другое. А тут надо у миллиардов людей спланировать все их действия и поступки. Вот. Но повторяю, человек склонен находить связи там, где их нет. И вот роман «Маятник Фуко» как раз об этом. Почему роман называется «Маятник Фуко»? Кто-нибудь знает, что это за устройство? Устройство, которое доказывает, что Земля вращается. Да. То есть это длинный трос, который привязан к какому-то точке на... Ну, это была церковь Святой Женевьевы, которая была превращена в пантеон, христианский храм, ставший храмом атеизма. И вот это длинный такой маятник, который доказывает, что Земля у нас крутится. Исаакий долгое время. Да. По-моему, в Казанском соборе тоже был. Ну, там раньше брали. Почему этот образ вынесен в название романа? Здесь не такая игра, как с романом «Имя Розы». А здесь мысль более тревожная и глубокая. Итак, маятник качается. Почему? Потому что его один конец привязан к чему-то еще. Он показывает, что Земля у нас находится в пустоте, и она движется вокруг Солнца. Получается, что твердой точки, к которой привязан маятник, нет. И то есть мы с вами живем в этой пустоте. Где свинья, сосиска связана с поддоном, да, а карту московского метро можно интерпретировать как тайный орден масонской ложи. Да. Вот. Как бы к чему-то что-то привязано, а к чему конкретно непонятно. Потому что маятник раскачивается и доказывает, что Земля движется в пустоте. И что мы, как космонавты, находимся в этом пустоте. Вернее, мы есть космонавты, да, то есть это космический корабль большой. И вот все последующие романы Умберто Эко будут как раз про это. Он будет постоянно возвращаться к идее теории заговора. Он будет рассказывать о том, как фальшивки появляются, как фальшивки в разные периоды времени, в разном контексте перестают быть фальшивками, потому что когда в них начинают верить, то в поле культуры они становятся частью реальности. Вот. Это у нас есть в острове Накануне, это у нас есть в Балдалинах. Пражское кладбище он рассказывает о появлении известного документа. Он этот документ в своих критических научных работах постоянно упоминает. Это протокол сельских мудрецов. И вот начиная с маятника Фуко, он как раз и говорит о слабом месте постмодернизма и как раз пытается на него указать. Поэтому, кстати, у него было очень скептическое отношение к интернету. Хотя вроде бы у него в 80-е годы он был таким фанатом компьютеров, но интернет его разочаровал. По крайней мере, так он так и назывался. И он указывает на то, что да, интерпретации могут быть самыми разнообразными, но не забывайте, что за этими интерпретациями могут последовать разного рода трагические события. Ну вот на этом я хотел закончить.